Северную Осетию посетила делегация журналистов из Японии, Испании, Чехии, Казахстана, Венгрии и Арабских Эмиратов. Поездка иностранных журналистов состоялась благодаря Министерству по делам Северного Кавказа и информационному агентству ТАСС. Цель визита – повысить туристическую привлекательность республики СКФО. Журналисты отметили, что зарубежным предпринимателям нужно рассказывать о России. Для чего, знает мой коллега Хетак Плиев. Игнасио Артега – журналист опытный. Уже 14 лет он работает в Москве постоянным корреспондентом одного из крупнейших испанских информационных агентств. В Северной Осетии оказался впервые. Отметил, что республика напоминает ему Армению. Такое же трепетное отношение людей к традициям, религии. Говорит, что чаще надо посещать небольшие города, чтобы иметь более четкое понятие о России. У вас на Кавказе, конечно, еда, которую в Москве не найдешь, это точно. И не только известные осетинские пироги, понятно, и помидоры, и мясо, и, вы знаете, хлеб, горячий хлеб. Ну все, шикарно, честно. Очень хочется попрощаться. Еще раз хотите приехать? Конечно, я только приехал, и сразу хочется. Северным Кавказом интересуется не только Европа, но и Восток. Муртада Карим 23 года собирает различные материалы для иракского и арабского информагентств. Журналист с большим стажем поделился своим мнением о том, чего все-таки не хватало в этом пресс-туре, чего хотелось бы еще узнать и где побывать. Говорит, что многие инвесторы заинтересованы в том, чтобы заняться бизнесом в России, но у них нет достаточной информации о стране. У вас очень прекрасная природа, но я ничего не знаю о вашей республике. Остальные, что я могу знать? Что известно о вашей республике? Как люди живут? Да. И что можно сделать здесь, например? Как я могу, например, вызывать наши инвесторы, например? Я говорю, что Осетия такая республика, можно там инвестировать. На каком области? Все эти вопросы надо отвечать, когда сделать пресс-тур. Представитель чешской газеты в России Иржи Юст уже посещал Владикавказ. Его первый визит в Северную Осетию состоялся еще в 2012 году. Говорит, что город изменился в лучшую сторону. Мне кажется, что здесь все-таки более, город в некоторых частях стал более современным, да, что мне кажется, что сюда приходят деньги из центра, и где-то это видно. Я хочу отметить, конечно, дороги, потому что когда мы 6 лет назад сюда приезжали, это было немножко своеобразно, так сказать, да, а сейчас намного лучше, мне кажется. И то, что я бы хотел отметить, атмосфера осталась, атмосфера приятного города, хороших людей, гостеприимства, это самое главное, что за этих 6 лет это не исчезло. Поездка иностранных журналистов состоялась благодаря Министерству по делам Северного Кавказа и информационному агентству ТАСС. Это уже не первый визит обозревателей. В августе этого года они уже побывали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Основная цель их визита – повысить туристическую привлекательность республики СКФО. Показать им, насколько Северный Кавказ богатый регион, насколько он разный, потому что мы показываем много республик, и чтобы они могли сравнить, увидеть индивидуальность каждого региона, сделать свои выводы и понять, что на самом деле это невероятно богатый и не только природный регион, но и культурный. И чтобы это популяризировать, именно туристический кластер как объект для путешествий не только для российских, допустим, жителей, но и для жителей изданий, которых они представляют. В этот раз Владикавказ посетили 10 журналистов. Из Северной Осетии они пойдут в Чеченскую республику. Хетак Плиев, Игорь Войцеховский, Новости Осетии.